Варвара Максимова – мать героя России Радомира Максимова. В санаторий Бесчагда она приехала к сыну на его реабилитацию. Дома в Татинском Улусе она активно занимается волонтерством. И когда услышала про комнату добра в санатории, сразу решила присоединиться к людям, которые помогают бойцам СВО. Я думала, что там будет такой маленький цех, но там вообще у них работа такая обширная. Я даже была как в шоке, в маленьком шоке, да. Ну, конечно, очень радостно, что именно вот в таких санаториях, где проходит реабилитацию бойцы, есть вот такие комнаты. Это очень хорошо. И мы, матери и жены бойцов, очень благодарны. Комната добра работает в санатории уже 2 года. Здесь плетут маскировочные сетки, шьют плащ-палатки для снайперов, антипролежневые подушки, собирают посылки с лекарствами, продуктами и другими необходимыми вещами для бойцов. У меня очень много обратных связей, они очень много видео отправляют. Некоторые говорят: спасибо вам большое, сетка нам жизнь спасла. Некоторые заказывают еще. Вот, допустим, вот 13 говорю, вот едут, они мне заказали 25 сетей. Ну и, соответственно, и с Донецка заказывают, вот с Донецка заказывают госпитали вот такие бублики. Каждый день любой постоялец санатория может прийти сюда и помочь, чем может. Комната открыта в любое время. Нередко здесь можно увидеть и бойцов, которые проходят реабилитацию. Они говорят, что на линии соприкосновения все эти вещи жизненно необходимы. Важную роль играют и любые весточки из родных краев. Огромное спасибо волонтерам, они очень даже помогают. И также хочу сказать вот школьникам, вот, о том, что они пишут письма. И вот я, например, мне дали по рюкзака, по-моему, письма. Я ее передам бойцам. И они там радуются очень даже. Это письма они к стене прикрепляют. И они как, скажем, хорошо. Также бойцы в комнате добра подсказали волонтерам, как улучшить, например, экипировку снайперов, рассказали, чего именно не хватает в окопах. Все эти предложения ушли в работу, и будущие гуманитарные посылки пополнятся необходимыми новинками. Максим Кардозу, Айтал Байтунов, Московская область.